Миллион людей, значит, уехали за рубеж. Они не от хорошей жизни уехали, да? Демография, то есть сокращение рождаемости, безусловно. Дальше, спад производства в основных отраслях народного хозяйства. Дальше, мы говорим о ухудшении качества медицинского обслуживания, образования и так далее, и так далее. Как можно в таких условиях, чтобы западные наши консультанты время от времени хвалили Республику Молдова за успешное проведение реформ? Что это за реформы, если они ведут к ухудшению тех показателей, которые были раньше? Ну, это как раз то, что, наверное, и ждут наши западные коллеги и западные партнеры. Виктор Федорович, все-таки я бы хотел давайте уже все-таки конкретики, то есть все-таки геополитика... мы до сих пор о конкретике говорили. Да, все-таки геополитика у нас есть, и у нас есть определенная политика и определенное отношение с Россией, США, Европой, Румынией. Давайте вот конкретно поговорим вот о каждом нашем партнере. Хорошо. Давайте вот да. Молдова, Америка. Вот что бы вы вот рассказали? Ну, то, что я немножко раньше говорил, это касается, надо сказать, в первую очередь Америки, потому что Америка считает себя победительницей после 90-го года, потому что именно она радовалась победе над Советским Союзом, над коммунизмом, как они считают. Они выпустили в Америке огромное количество книг, есть интересная книга Фукуямы, есть интересная книга Дзержинского об этом, о конце истории, о конце, значит, как они считают, коммунизма и тоталитаризма, и начало новой либеральной эры, которая будет вестись под эгидой и под стандартами Соединенных Штатов. Мы видим, что эти стандарты Соединенных Штатов на деле, я, например, считаю, что на деле они являются ложью, большой ложей, и, в принципе, большой экономической оккупацией этой территории. И в этом случае нам суждено жить под рабством. Я считаю, что под рабством. То есть нам просто не дают развиваться. Нас сейчас попытаются делать просто орудием. И использовали 20 лет как орудие против России, против других сильных соседей, которые пытаются иметь самостоятельную внешнюю политику. Посмотрите, какое давление идет сейчас и последние 10, 12, 15 лет против Белоруссии самостоятельно, да? Против России. Против России Ельцина давление было меньше, против России Путина давление очень большое. Вот. Молдова, значит, в нынешних условиях, безусловно, что строила отношения с Соединенными Штатами очень ровные, даже, я скажу, дружественные. Но надо сказать, что мы от этой дружбы почти ничего не получили. Единственный интерес американцев, как я вижу и как я понимаю его, это геополитическое здесь выдавливание России, это, значит, постоянная пропаганда НАТО и так называемых демократий и принципов демократических, как их понимает Америка, и одновременно, я говорю, все, что делается на разрушительство. Хотя это делается, я говорю, очень умно, очень скрытно, и используя огромное количество общественных организаций, которые днем и ночью занимаются манипуляцией общественности. Потому что если 50 общественных организаций, лидеры которых висят постоянно в сайтах и в масс-медиа, и на телевидении, и говорят, что ну как, демократические принципы, Европа, значит, принципы демократии и так далее, и одновременно эти люди не могут ответить на вопрос, а почему у нас люди умирают с голоду, почему у нас, значит, не развивается сельское хозяйство, и что вообще они предлагают для развития экономики. Поэтому именно, значит, эти хорошие отношения с Америкой и постоянно их желание превратить нас в орудие, я говорю, борьбы против России, это очень опасно, это то, что происходило на протяжении 20 лет. Сейчас я убежден, что эти отношения с Америкой так или иначе в этих отношениях произойдет определенное охлаждение. Почему? Потому что сами молдаване, то есть население, ищет возможности для экономического выживания. На рынках американских
на интересах американских, значит, выживать мы не можем. Да, мы можем еще там попросить некоторое количество кредитов, грантов и так далее, вот, на так называемые реформы, которые разрушают и дальше эту страну, на так называемое развитие демократии, которые ничего хорошего нашей стране не дают. Но мы и население, я говорю, в первую очередь, сейчас будет искать последующие годы выход из ситуации, значит, в двух отношениях, чтобы выжила страна и чтобы она выжила с точки зрения, в первую очередь, экономических. А для этого нам нужно искать, повторяю, рынки сбыта, партнеров, значит, равноправных и людей, которые будут нам меньше лгать и больше в этом направлении делать. Поэтому внешнеполитический вектор Молдовы под давлением, я говорю, в первую очередь, населения, под давлением экономических агентов, под давлением даже части интеллигенции, я так понимаю, в последующие годы он пойдет в сторону российского пространства, в сторону традиционного.